Вы смотрите «Своих не бросаем». О жизни на передовой и о тех, кто все в тылу делает для победы. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях участник СВО, житель Кармаскалинского района Республики Башкортостан, командир роты противодействия БПЛА полка Башкортостан Ильфир Шеймуратов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ильфир, у вас интересный позывной «Эверест». Почему? Это же гора. И находится в Гималаях. То есть она, как говорится, такая неприступная, как крепость. Вот. И я решил такой же выбрать позывной себе. А мы про вас очень много слышали. И именно через позывной. Угу. Расскажите, какие у вас ребята в подразделении? Они мужественные, отважные, героические. Все. Что в полк приходят, что в роту, да вообще на СВО приходят. Они уже герои. А для того, чтобы служить в вашем подразделении, нужны ли какие-то технические особенные навыки? Или этому можно научиться в процессе? Да, желательно, чтобы это, конечно, было, но все это обучаемо в процессе. У нас есть полигон, у нас есть там свой инструктор. Роте рэп всего год. Можно сказать, маленький такой рубеж, но пройден. Да, в августе исполнился целый год. И уже зарекомендовал себя, что мы свою задачу, как говорится, и свой кусок хлеба едим не просто так. Почти всегда беспилотники сопровождают штурмовые отряды, а также артиллерийские подразделения. Проходит артиллерийская техника, наши дроны сопровождают их, а также сопровождают штурмовые отряды, но при этом, когда они сопровождают, мы уже переходим на свою частоту, и вражеский дрон в это время тоже летит. То есть мы свои дроны уже не трогаем, мы знаем, на какой они частоте летят, и уже включаем те частоты, на которых вражеский летит. Мы не только глушим их аппаратурой, но мы также применяем стрелковое оружие. У меня расчеты бойцов уже с пулеметами, с автоматами, они стоят и ждут. То есть если он проскочил, то они ему не дадут уйти. Вы рассказывали тогда в подразделении Баба-Яга, которая может нести заряд 80 килограммов. Да. У нас есть видео Бабы-Яги. Давайте посмотрим. Давайте. Помню, вы показывали и рассказывали, что заряд она несет очень большой. И этим зарядом можно уничтожить целый 9-этажный, как минимум, жилой дом. Он до 8, до 6 снарядов может нести разного калибра. Угу. Уничтожать может технику. Вот. Бронированную. И также блиндажи она хорошо разбирает. Нам повезло, и мы видели с траектории, откуда летит. И я дал команду ребятам занять позиции и встречать ее. Когда она уже над нами пролетела, мы развернулись и в заднюю часть ей дали. А чем сбили? Сбили с пулеметами и приземлили ее. Но снаряд не сдетонировал? Нет, не сдетонировал. Мы его переделали на свой лад. И оно уже против противника она уже против противника, да, отработала уже. Но это говорит о том, что высокоэффективный и в небе, и на земле, и смекалка у нас хорошая. Да, без этого никак. Вы не блиндажный командир? Нет, вот я всегда с бойцами. Это я вот на крыше, потому что пришел к ребятам и остался на неделю. Я говорю, мне тут, нравится, я говорю, буду с вами. И вот они порой... Бывает даже, что ребята говорят, что командир, они знают, что у меня очень сильно нога болит, там, здоровье, да, и они говорят, командир, не ходи, говорит, далеко. Вот, говорит, здесь, говорит, будь? Я говорю, нет, мы вместе. Вы даже сейчас говорите и больше с заботой и беспокойством не о себе, а о ребятах. Да, это самое главное. У меня это второй контракт уже, и по первому контракту я был замкомандира отряда, вот, и там мне командир научил, что первым надо солдат накормить, а потом, вот что останется... А потом о себе подумать. О себе подумать, да. Вот я заметил, на фотографиях у вас очень часто можно найти слово «улыбнись». На прикладе оружия у вас «улыбнись», да. На БТРе «улыбнись». Да. Это вы сами писали? Да. С чем это связано? Ну, в таких ситуациях, в которых мы сейчас находимся, нельзя находиться мрачным. То есть негатив вот это, да. Все-таки даже вот взять Великую Отечественную войну, у нас везде была гармошка, везде был смех, да, и тоже так же здесь я стараюсь. И вот это вот где? Это я, когда служил в спецназе «Ахмат», замкомандир отряда. Это где вы? Да, это
После освобождения Горского были. А Войсковые здесь, священнослужители? Да, войсковые священнослужители приехали. Это вот товарищи, наши бойцы нашей роты. Мы выходили на линию соприкосновения, они меня сопровождали. Вот вместе выходили на боевую задачу. Сожженная вражеская техника была. Да, сожженная вражеская техника была. Это лес под Кременной. Это лес под Кременной. Все. Это наш боец, Яха позывной. Вот. Передавайте ему большой привет. Да, Яха, тебе привет. Это Бадулай тоже. Вот. А это бойцы, которые пришли на ротацию отдохнуть. И дело воли случая, приезжали журналисты тоже, решили сфотографировать. Вы когда о бойцах своих говорите, у вас даже глаза добрее становятся, как-то по-отечески. Они мне как братья, как дети. У меня даже есть двое бойцов, один музыкант и один суета позывной. Они прямо пишут: батя, как дела? Батя, когда к нам? Я Так там приятно, выхожу, да? например, по боевым задачам, надо к командиру полка зайти там, да, решение задачи принять. И, то есть меня не бывает пару дней с ними. И вот они говорят, батя, где ты? Я очень своих бойцов уважаю, люблю их. У меня есть замполит Евгений, Гений у него позывной. Мы с ним, когда была команда набирать бойцов в роту, и вот мы вдвоем отбирали, ездили на полигон, выбирали бойцов, обучали. И для нас они уже, вот, честно, как родные. Я когда приехал на полигон, я выбрал 20 с чем-то бойцов, и они все с Чекмагунского района оказались. Все. Там были братья, двоюродные братья, троюродные братья. С одной улицы были. Ну, там все родственники. Все родственники. Вы же приезжали, видели. У нас все по-семейному. У нас такая сплоченность, такая слаженность. То есть мы... Бывает даже не надо ничего говорить друг другу, просто посмотреть друг друга. Мы друг По взгляду понимаете? Да, понимаем. У нас просто большая, очень крепкая семья. Это дорогого стоит. Я считаю, да. Боевое братство – это как вторая семья, но у вас и у самого есть семья, которая дома вас ждет. Вы многодетный отец? Да. Ну, как говорится, без тыла не бывает победы. Вы из Кармаскалинского района, а какой населенный пункт? Шареево. Как вас там встречают? Всегда очень тепло, радужно. Как зовут вашу маму? Альбина. Ну, спасибо ей большое за то, что воспитала настоящего патриота, и супруге за то, что такой у вас надежный тыл. Это, наверное, я каждый день своей супруге говорю: спасибо тебе большое. Она у меня золотая. Это все, что вот у меня есть, это вот она и дети. Вот. Ну и родина. Мы с женой, бывает, что по неделям не общаемся, потому что я ушел, связи нет. Да. И тут у меня связь появилась, и у меня вот мы 5 минут поговорили, а у меня уже такой боевой дух, я уже готов там уже там пойти, там уже на коня сесть, как говорят, шашкой помахать. И также у ребят, я вот сколько замечаю, да, как они только поговорили, там, все там у них все хорошо с этим. Вернемся к СВО. Вот фотографии вашей работы в штабе. Что вы делаете? Ну, здесь у нас проходится курс занятий, вот, небольших. И вот с командирами взводов, с бойцами мы... Даже новости удается Да, посмотреть. и новости, да, мы смотрим. План работы. То есть у нас бывает, то есть, там, на неделю какие-то там задачи. Координации нам надо, по целям, да, наверное. да, вот это все. И военно-политическая работа. То есть надо без этого никак поддерживать моральный дух бойцов. Бывает, что и какие-то проблемы есть. Вот. Это собираемся вместе с командирами и уже решаем. Вот. Бывает, что бытовые, бывают даже проблемы дома у кого-то. В чем-то надо помочь. И всегда стараемся откликнуться. Вы награждены медалью Суворова, медалью Минигалиши Муратова, медалью участника специальной военной операции, медаль за отвагу Луганской Народной Республики, медалью за воинскую доблесть. За что эти награды? Эту медаль Суворова я получил, я даже помню. Мы ставили рэп, и противник атаковал наш рэп. Первое ранение, которое я получил, а тут мы остались там, 3 бойца, и тоже все раненые, и мне пришлось
взять все в свои руки и пойти восстановить его. При минометном обстреле все это было. И восстановил, и мы дальше продолжали прикрывать штурмовую роту. Тогда я еще не был командиром. И в один из дней я недалеко находился от командира полка, от штаба, и они искали меня, где, говорит, он, говорит, ходит, говорит, где Эверест? Да, где, говорит, Эверест. А я там на позиции был, и мне, говорит, срочно тебя вызывают. Уже 1 час ночи был. Я говорю, что случилось? Я вроде ничего не натворил, как говорится, а тут это... И вот они торжественно вручили тут награду первую. Медаль Суворова. Она для меня... Памятная. Очень, да, памятная, очень дорога для меня. Ребят, да, довольно часто награждаете и вы, и к вам приезжают, награждают. Вот, например, как на этих кадрах. Да, это вот награждение было. Мы с замполитом своим, да. Здесь вот он проводит Это инструктаж. ваш замполит? Это мой замполит Евгений, да. Гений. Гений, да, гений. Но я вам скажу, он реально гений. Вот это у нас перед боевым выходом бойцы проходят инструктаж. Командованием было решено наградить наших бойцов, поощрить благодарственными письмами и медалями Министерства обороны. Поднимает моральный дух? Да, поднимает это моральный дух, во-первых. Вот. И у нас почти там на 90% роты в тот день все получили благодарственные письма, получили и ведомственные награды получили. Это 67-й лицей города Уфы. Вы проводили урок мужества. О чем с ребятами разговариваете? Там было открытие музея, и я непосредственно нашей роты помогала этот музей открывать из трофеев, которые там есть. Которые вы также... передавали? Да, мы передавали в музей, и вот большинство вопросов были, конечно, у них вот за дроны. Мы даже привезли сувпаки, вот, все, чтобы они, дети, попробовали, посмотрели, как это вообще все. Вот. Так, Как бытовые молодежь? вопросы. Слушает вас? Слышат? Молодежь слышит, да, потому что вот у меня старшему сыну 19 лет, среднему сыну 15, младшему сыну 9 лет. Выходим, когда во двор, они видят меня, там, они с друзьями, вот, и начинаем разговаривать. Ну, очень много за СВО, потому что уже возраст такой, который надо идти в армию в скором времени. И для них это все это очень интересно. И я всегда стараюсь там привезти какие-то там шеврончики, им там красивые такие. И все ребята, я вот смотрю, они с моими шеврончиками, у кого там на рюкзаке, у кого на чем. Вот они ходят. Но они на всю жизнь это запомнят. Надеюсь, надеюсь. Честь, отчизна, родина. Эти понятия для каждого свои. А для вас они что значат? Приведу один небольшой пример. Не помню, как называется фильм, где героизм, патриотизм, отчизна – это все в одном. Там девушки-разведчицы. А зори здесь тихие. Да, девушки-разведчицы пожертвовали своей жизнью ради победы. Но их старшина отомстил за них. Мы недавно хоронили нашего героя. Вот он также поступил. Отдал самое Отдал дорогое. самое дорогое. Это человеческую жизнь. Да. Вы имеете в виду Ильдара Суфьярова? Да, Ильдара Суфьярова. Герой России. Герой России. Вот. Это вот в одном. Это здесь и долг, и честь, и любовь к родине. Все, что сейчас происходит, мы никогда, и наши дети, и наши правнуки, внуки, никогда мы это не забудем. Националисты зашли в Курскую область, что они там творили, это мы никогда не забудем и не простим. Наша задача, чтобы такие события никогда не повторялись, и чтобы наши дети не знали таких слов, как война. Да, мы этого не допустим. Спасибо, что защищаете нашу Родину. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Все, что вы сделали для страны, для нашей республики. Большое спасибо. Вам спасибо. Сегодня у нас в гостях был участник СВО, житель Кармаскалинского района Республики Башкортостан, командир роты противодействия БПЛА полка Башкортостан Ильфир Шеймуратов. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.